США депортируют или не депортируют украинцев? В Госдуме милитаризация, а в переговоры вмешивается Китай. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В ЦРУ начались массовые чистки, десятки офицеров уволены. США могут выключить «Хаймарс» в Польше, а Турция отправить войска в Украину. Попытка госпереворота. Чей нос виднеется за всем этим? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Война продолжается, несмотря на политические заявления. В Кривом Роге уже 5 погибших после того, как Россия скинула несколько авиабомб на жилые кварталы. А наступление на Покровск идет полным ходом. Никто не снимал с них задачу взять Покровск, никто не снимал с них задачу наступать в сторону административных границ Днепропетровской области, дойти до админ границ Донецкой области, до Днепропетровщины. То есть эти задачи для них остаются актуальными. Поэтому они пытаются наступать. Но в последнее время фиксируется уменьшение количества боестолкновений именно на Покровском направлении. Очевидно, все это связано с тем, что противник там истощается. Россия не собирается никому уступать, говорит самый миролюбивый человек по версии президента США. Владимир Путин, выступая перед вдовами участников войны, сказал, что своих планов отменять не собирается. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Да. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, вот именно такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. После сообщения о том, что США могут блокировать использование «Хаймарс» в Украине, в Польше возник вопрос о безопасности своих установок. Вице-министр обороны Цезарий Томчик заявил, что польские «Хаймарс» зависят не только от американских разведданных и остаются боеспособными. Но он уклонился от подробностей, отметив, что этот вопрос чрезвычайно чувствителен. Это была цитата. Но если вдруг США могут отключить украинские «Хаймарс» дистанционно, не стоит ли Польше задуматься? Как считаете вы, будут ли американцы отключать «Хаймарс» в принципе в регионе? Пишите в комментарии под этим видео обязательно. Интересно знать, что вы думаете по этому поводу. Сможет ли Европа быстро перестроиться на независящие от Америки технологии, учитывая, что российская угроза для Старого Света тоже никуда не исчезла? Допустим, премьер-министр Польши более оптимистичен. Он считает, что гонку вооружений, которую Европа планирует вступить, Россия точно проиграет. Война в Украине. Война в Украине, новый подход администрации США к Европе и, прежде всего, гонка вооружений, начатая Россией. Это должно быть очевидно для всех, ставит совершенно новые задачи, и Европа должна принять этот вызов, эту гонку вооружений, и должна выиграть ее. Я, например, убежден, что Россия проиграет эту гонку вооружений, точно так же, как Советский Союз проиграл аналогичную гонку вооружений 40 лет назад. И это также единственный способ избежать более масштабного конфликта. Пекин жестко высказался против мирных переговоров без участия Украины и Евросоюза. Китайский дипломат Лу Шэй заявил, что мирное соглашение не может определяться только США и Россией. Я считаю, что европейские друзья должны поразмыслить над этим и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства. Различные предлагаемые решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться избранными. Также Лу Шэй намекнул Европе, что Китай более надежный партнер, чем США. Китай логично критикует политику Трампа. Пекин, похоже, пытается занять место, которое освобождает Вашингтон на мировой арене.
Турция готова рассмотреть отправку своих войск в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. А Анкара обладает второй по численности армией в НАТО после США, я напомню. Боевой опыт, у которой тоже есть немалый. По словам источников турецких медиа в Министерстве обороны Турции, решение будет принято в координации со всеми заинтересованными сторонами. Это не будет решением исключительно одной страны. Но свою позицию по миротворцам подтвердила Россия. Надо приостановить на месяц боевые действия, как минимум в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики. И за этот месяц развернуть там вот эти вот войска параллельно с согласованием условий мира. Но если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия. Представители России заявляют подобное не впервые, их позиция не меняется. Но если миротворческая миссия фактически невозможна, если одна из сторон против, зачем о ней говорить сейчас? Задали этот вопрос политологу Олегу Саакяну. Турция пытается найти свое место в российско-украинской войне, как посредник, как гарант, как миротворец, и капитализировать это в отношениях как с Европой, так и с Соединенными Штатами. Идея миротворцев – это то, что Турция продает как Европе, так и Трампу. Это вообще не для российских ушей. Тем более, что практически все стороны прекрасно понимают, что мы очень далеки от дипломатического урегулирования российско-украинской войны, если оно вообще возможно и состоятельно в целом. На сейчас пока нет никаких индикаторов о том, что действительно эти усилия переговорные дадут серьезный результат. Румынские правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Россией и попытке государственного переворота. Среди задержанных генерал-майор в отставке. Группа действовала под прикрытием организации с военной структурой и обсуждала с российскими агентами возможность выхода Румынии из НАТО, изменения конституционного строя и создания нового правительства. В январе 2 подозреваемых побывали в Москве, встретились с функционерами этой идеи, получили поддержку для своих планов. Союзники США опасаются утечек разведданных в Россию. Разведки обдумывают новые протоколы обмена информацией. Страны разведальянса «Пять глаз» — Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, с ними же вместе Япония, а также Израиль и Саудовская Аравия обеспокоены примирительным подходом администрации Дональда Трампа к России. Они опасаются, что Вашингтон может делиться с Москвой полученной развединформацией, и это ставит под угрозу их собственные источники и методы. Эти опасения усилились после прекращения США обмена данными с Украиной. Кроме того, назначение Тулси Габбард на пост директора национальной разведки, а также чистки в ЦРУ повлияли на общую обеспокоенность. Центральное разведывательное управление США уволило десятки офицеров, подозреваемых в утечке секретной информации. Решение было принято после внутреннего расследования. Обнаружили нарушение протоколов безопасности из легкого, но и из тяжелого возможные связи с иностранными разведками. Директор ЦРУ говорит, что такие действия подрывают национальную безопасность и доверие к агентству в целом. Он заявил о намерении усилить меры безопасности и пересмотреть процедуры отбора и проверки сотрудников. Будут или не будут выгонять украинцев из США? Администрация президента Дональда Трампа планирует якобы отменить временный правовой статус для 240 тысяч украинцев, бежавших в США от войны. Этот шаг может привести к их депортации. Такая информация появилась на страницах издания Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме. Затем спикер Белого дома эту информацию опровергла. Ну а мы поговорили с экспертом о том, возможно ли такое, может ли администрация Трампа в борьбе с миграцией зайти настолько далеко. Трамп ведет последовательную антимигрантскую политику, поскольку мигранты в основном голосуют за демократов. Это потенциальный избиратель не республиканской партии с ее консервативной, а тем более трамписта с ультраконсервативными и изоляционистскими идеями на грани уже праворадикальных. Соответственно, и украинцы здесь попадают под общее число. Исключение для украинцев могло бы быть сделано, если бы у
Трампа была электоральная зависимость от украинского лобби. Но ее, очевидно, нет. И наоборот, даже у Трампа есть заинтересованность дискредитировать в глазах своего избирателя украинцев, поставив их в один ряд с другими беженцами. Эксперты считают это попыткой пошатнуть доверие к классическим независимым медиа, ведь за последние несколько недель подобная история повторялась несколько раз и опровергали ее именно из Белого дома. Кремль планирует милитаризовать Госдуму. Ветераны войны против Украины займут до 100 мест в списке кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму в 2026 году. Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев заявил, что особое внимание будет уделено бывшим военным, уже занимающим депутатские должности на региональном уровне. Для других участников войны предусмотрена специальная подготовка. Кроме того, Кремль планирует до 2026 года назначить не менее 50 ветеранов войны на должности мэров и губернаторов в различных регионах России. Эти назначения являются частью программы реинтеграции ветеранов. Называется оно пафосно «Время героев». Направлена она на милитаризацию разных уровней российского правительства. Историк, футболист, пограничник, айтишник, теперь еще и учитель Александр Лукашенко собирается принимать экзамены, в основном у военных. Апрель-май у нас экзамен. Я принимаю экзамен. И хорошо, что вы мне об этом сказали. Я теперь знаю, у кого взять специалиста, чтобы вы мне помогли принять у них экзамен. Они говорят, мы элементарно, военные будут. Вот один и второй. Посмотрим, что они нам собьют, покажут и прочее. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.